насчет невидимого мира, джиннов, порчи, черной магии и так далее. Вот люди, которые прежде остальных находятся в группе риска, у которых больше всего шансов быть пораженным этим. Люди со слабым сердцем, еще слабовольные люди, со слабой убежденностью. Помимо них, это те, которые слабо соблюдают религию. Вот кто-то не соблюдает религию. Не соблюдает человек религию. Далек он от религии. Такие люди могут быть поражены этими вещами. Есть такой риск. Но больше всего из тех людей, которые не соблюдают ислам, это нечистоплотные люди. Это важно. Это важный аспект. Нечистоплотные люди. Например, после близости с женой или упаси Аллах с чужой женщиной, с которой запрещено спать. Так вот, в состоянии джанаба, когда требуется ритуальное омовение, помыть все тело, как следует, они этого не делают. И вот эти люди спрашивают, говорят, ко мне приходит шайтан. Шайтан приходит ко мне, а ведь у шайтана нет причин держаться от них подальше. Если в это время читать Коран, это не подействует. Женщины в месячные, в нечистом состоянии. И здесь дело даже не в самих по себе месячных. Если женщина регулярно читала намаз до месячных и по их завершению снова возвращалась к намазу, если она носит хиджаб, соблюдающая женщина, то неважно. Но не соблюдающая женщина, когда у нее месячные, находится в уязвимом состоянии. Она не защищена. Не то, что сразу на нее нападут. Пожалуйста, не поймите неправильно. Но я говорю, что она слабая. В ней слабость. И чем слабее ты становишься, тем сильнее на тебя могут повлиять. И тем вероятнее ты можешь подвергнуться нападению. В плане нечистоплотности, нечистот, это ходить с длинными ногтями, когда под ногтями много грязи, когда человек не сбривает волосы на теле там, где нужно, в паху и в подмышках, когда человек их не состригает более 40 дней, он уже уязвимее. Также это люди, которые не подмываются, а ведь мусульмане должны подмываться. То есть человек проявляет слабость. Я не говорю, кто-то на него нападет. Но это как иммунитет. Когда наступают холода, многие из вас, как я вижу, кардиганы надели толстые. Согреться. Если только вы не горячий человек. Вот есть же люди такие. Жарко им. Я вот тут как раз на днях видел одного. Мы замерзаем, а парень, белокожий парень, у него незакрытое тело. На нем были надеты брюки, но все тело не закрыто. 11 градусов. Он на велосипеде, и вот он едет, и ему нормально. Аллах и таких создал. Не чувствуют они холода. Есть мерзляки, быстро они дрогнут. То же самое с миром невидимого, ну и всякими там существами оттуда. Твоя слабость — их ключ к твоей душе. Слабость веры и так далее. О чем я сказал, это иммунная система, у всех нас она есть. Так вот, чтобы укрепить свой иммунитет в физическом плане, в духовном ведь то же самое. Если вы простудились, то значит, вам надо укрепить вашу иммунную систему. Обычно, если хорошо питаетесь и отдыхаете, иммунитет будет силен. Но если вы этого не делаете, не питаетесь как следует, если вы не высыпаетесь, иммунитет будет слаб. И вы выходите легко одетыми. В итоге вас продувает, и тогда вы подхватываете грипп или простужаетесь. Но это не конец света. Простудились и простудились, но... Что дальше? Если вы молоды, то вы просто пропотели, да и все. Вот уже и выздоровели. Можно особо не париться. Если постарше, ну, таблеточки какие попьете, микстурки, снадобья, парацетамол, то все. Несколько деньков попьете, все это отпустит. Но если у вас слабое здоровье, слабое тело у вас, или вы старый, то может быть такое, что придется поваляться пару недель в постели. 3 недели. Из-за обычной простуды, из-за гриппа. Так просто не отделаетесь.
Трудновато придется. Почему так? Здесь все дело в противостоянии двух сил — болезни и иммунитета. Также и вы, и я. Есть мы, а есть существа из невидимого мира, которых создал Аллах. Во-первых, здесь нет такого, что не надо думать так, мол, «О Боже, у меня ногти длинные». Отрезать. То есть не надо быть мнительным, надо благоразумие сохранять. Но что я хочу сказать вам? Это противостояние двух сил. Двух разных сил. Если ваша иммунная система сильная, и вас немного продуло. Если холод был не сильный, то ничего особо не будет. А если иммунитет слабый, и при этом вас продуло сильно, тогда заболеете. У вас может быть сильный иммунитет, но вы можете заразиться чем-нибудь сильным. Это не холод. Это может быть какая-то серьезная болезнь. Туберкулез. Вот если, например, у вас очень сильная иммунная система, но у вас туберкулез. Он повредит вам. Все равно повредит. И вам уже придется сильное лечение проводить, чтобы избавиться от этого. Также, братья, больничный режим, таблетки. Целый год, чтобы избавиться от этого. Взгляните на серьезность туберкулеза. Это ведь не мелочь, это серьезное заболевание.